течение этих лет, пока строился храм, и пока точнее он строится, храм до сих пор строится, в храм приходили различные иконы каким-то непостижимым, непонятным образом. Вот в частности, как возникла вот эта икона Покрова Пресвятой Богородицы. Владыка митрополит Александр благословил Нижний храм, в котором мы находимся, посвятить праведным родителям Пресвятой Богородицы, Пресвятой праведной Анне, святому праведному Якиму. Ну и соединились две темы – Покровский приход и святые покровители нового храма. Так возник вот этот образ, наш такой местный образ Покрова Пресвятой Богородицы. Икону «Все скорбящих радости» нам подарила игуменья Любовь, настоятельница Серафимо-Юрского монастыря города Алма-Аты. Эту икону написала одна из насельниц, одна из монахинь монастыря. На этой иконе «Все скорбящих радости», изображены грошики. Это одна из самых почитаемых икон в Москве. Это событие связано с неким чудом, которое произошло после того, как в икону попала молния, и эти грошики каким-то образом переместились и вплавились в икону. И вот воспоминания об этом всегда эту икону изображают с грошиками. Вот эта икона Панагия Сумила, она особая, ее нам подарили греки-понтийцы, те, которые участвовали в строительстве этого храма. Эта икона была написана на Афоне, афонскими иконописцами, освящена там и уже привезена в подарок нашему храму. Для понтийских греков монастырь Панагия Сумила – это самый юг Черного моря, север современной Турции. Это величайшая святыня. И вот воспоминания об этой чудотворной иконе как раз и появилась у нас ее копия. В храме появились две иконы святителя Николая Чудотворца, одна большая с мощами, другая небольшая, тоже с частичкой мощей, которую подарил ныне покойный отец Александр Милованов, протоиерей. Точно так же появились две иконы святителя Спиридона. Одна с мощами, а другая с тапочком, который нам пришел непосредственно с острова Корфу. Довольно редкая икона и икона старинная, точнее две иконы святителя, это преподобного Сергия игумена Радонежского и преподобного Серафима Саровского с мощами. Появилась у нас тоже совершенно неожиданно. Вдруг появился некий чиновник, которого когда-то посадили по каким-то причинам. И вот то ли он в тюрьме дал обет, то ли еще что-то. Он молча пришел, молча, как только вышел из зоны, молча подарил нам эти две иконы и исчез. С тех пор вот уже несколько лет мы его и не видели больше никогда. И на этой иконочке, эта икона, скорее всего, это 19 век точно. Вот. Там же на этой иконочке у нас и частичка Филони преподобного Сергия.